направо, побежали 10 кругов. Вот так начинается каждая тренировка юных гимнасток. Сначала бег 10 кругов, а после ходьба на полупальцах и прыжки на 2 ногах. Это разминка для разогрева тела, улучшения координации движений и повышения концентрации. Такие тренировки у гимнасток практически каждый день. Проходят они под чутким руководством их наставника. От нагрузки прошедшего дня зависит, какая будет на следующие сутки. После разминки начинается партерная часть. И успеваем 2, и 3. Это целый ряд специального комплекса упражнений для детальной проработки мышц ног, пресса и спины, включающие как силовые элементы, так и элементы растяжки. 1, и 2, и 3 стопы. Каждая из этих гимнасток перед тем, как попасть в группу, прошла начальную подготовку, которая длилась год. У них за плечами, несмотря на юный возраст, большой многолетний труд. Софии Суворовой 8 лет. Гимнастикой она начала заниматься с 2,5. Я показывала бросок ловля ногами в шпагат, поворот в кольцо. Какие элементы ты вообще знаешь? Я знаю риски, я знаю элементы. Это как перекаты, равновесие, прыжки. Что самое сложное для тебя, а что самое легкое? Для меня самое сложное – это когда риски ловишь, а самое легкое – это повороты, элемент. А кто-то только недавно вступил в эту жизнь грации и пластики и начал осваиваться в ней. Что ты научилась делать за эти 2 года? ОБП, обувь и мяч. Какие вообще элементы ты знаешь? Мастерство, флажок, шпагат. Весь этот тренировочный труд, на который уходит не менее 5 часов за день, это подготовка к соревнованиям, проходящим по всей стране. У каждой спортсменки здесь есть свои достижения. В этой группе 3 кандидатки в мастера спорта, 4 перворазрядницы, остальные имеют 2-й и 3-й спортивные и юношеские разряды. Своим успехом девочки безусловно рады. Где ты принимала участие в каких соревнованиях? В Дагестане, в Мужичах, в Нальчике была. В Нальчиках я заняла 2-е место. Занимаюсь я 5 лет уже. В конце ноября у гимнасток соревнования в Северной Осетии, а в начале декабря всероссийские в Нижнем Новгороде. Преодолеть все трудно. Быть морально и физически подготовленным им помогает, можно сказать, 2-я мама, Татьяна Прокофьева, стаж работы в художественной гимнастике которой 25 лет. Тренер требовательный, но при этом добрый, говорят девочки. Иначе никак, ведь стабильная дисциплина – это залог успеха. Если дети готовятся к соревнованиям, к всероссийским или к первенству СКФО, то, естественно, тренировка проходит 6-7 часов. Бывает, что дети тренируются перед соревнованиями и утром 3 часа, и после обеда 4-5 часов. Нам, в свою очередь, осталось поддержать юных спортсменок и пожелать им удачи в этом нелегком, но красивом деле. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.